Правительство страны обязывает ТСЖ и управляющие компании иметь собственные сайты. В Красноярске, по данным Департамента горхозяйства, свое лицо в интернете есть пока только всего у десятка с небольшим товариществ. На сайтах должна быть размещена абсолютно вся информация о деятельности организации, начиная с устава и заканчивая данными о цене кресла для председателя. Для мелких ТСЖ, которым в одиночку собственный сайт не потянуть, Краевая ассоциация товариществ на своем портале открыла страницы, которые они должны заполнять. Свой сайт мы ориентировали именно на небольшие ТСЖ, которые вполне спокойно, за разумные деньги, абсолютно за счет членских взносов нашей ассоциации, могут эту страницу поддерживать, содержать. То есть сотрудники ассоциации будут это делать, не ТСЖ сама. Но в ассоциацию входит всего 6 товариществ из 400 с лишним в Красноярске. Остальным придется платить за разработку и содержание сайта и, естественно, нанимать администратора. Все траты по жилищному кодексу ложатся на плечи собственников. Но коммунальщики уверяют, сумма небольшая. В ТСЖ «Бригантина», к примеру, сайт появился еще в декабре. Специалисты подсчитали, его содержание обойдется каждому собственнику, а их здесь 3500, в 29 рублей в год. Где-то порядка 100 тысяч это выливается в год. Зарплата и администратора, и содержание сайта. Недомолвки все уйдут. Уйдут подозрения, все от нас уйдут они. Поэтому, я думаю, это очень нужное дело, и мы должны это содержать.